Блин. Чё так лицо болит? Даже шея болит. Вот тоже трогаешь, вообще больно все. У тебя консилер светлее тональника? Да, вот он. Правильно. Вот под глаза наносишь. Давайте. Зачем под глаза? В смысле, там тоже посветлять надо? Зачем? Ну, надо так себе. Ладно, давай. Сюда наносишь. Ну, прыщики, не прыщики, что тебе высветлить надо. Я на аборигена индейца какой-то похожа. В смысле, и что теперь мне делать? Ну, нанеси, если тебе на прыщики надо, и потом растушуй. Растушить я тем же спонжиком, который тоналку наносил. Ну, я таким же растушевываю, И да. как растушевывать, Азалия? Ага, все, давай, поняла. О, что так белый потом останется, что ли? Тебе потом надо будет пудрой сделать, чтобы он таким не был. Это же специально так делается. А А по-твоему, зачем консилер еще нужен? что за фигня? Боже, как интересно. Однако. У меня близорукость, или как там называется? Ну, короче, я вблизи не вижу. Вот так, когда приближаю, у меня все сразу мутнеется. Представляете? И вот смотрите, у меня теперь какое зеркало есть увеличительное. Через него только могу краситься. Это офигеть просто. Я какая-то бабушка стала. Нахрена некрасиво, бляха-муха. Ну, фигня какая-то. Это полная ерунда, не обожаю. Ты купила это, подводку. Хочу стрелки криво нарисовала. Это точно полная ерунда какая-то. Я эту тушь купила только из-за того, что она очень странно смотрится. Я разучилась красить ресницы. Как вообще красятся ресницы правильно? Господи, как оказывается тяжелый баше. Фит насчет. Нарощенные ресницы — это красота, друзья. Нарастил, и никаких проблем не знаешь. Тут стой, стрелки рисуй, что-то там ресницы, блин, вот так наращивает. Это же вообще капец какой-то. Эй, кути! Господи, весь буяла ты меня божа. Весь буятор, весь, все испачкала, что могла. Нет, мне эта тушь не понравилась. Или они мне продали старую тушь, блин, какую-то, или вообще я разучилась краситься, или что, или ресницы у меня такие ненормальные. Какой-то капец, блин. Полная попа, друзья. Я разучилась на самом-то деле краситься, оказывается. Вот, посмотрите. Это ресницы, видали? Вот, смотрите, как хлопьями ложится тушь. Или так и должно ложиться, что ли. Я не знаю, или я отвыкла от тушью. Но это же вообще жесть полная. Это что, вот эта ресница куда-то полезла? Куда она полезла, я не знаю. Ах, странный макияж какой-то. Или я разучилась краситься, или косметика плохого качества. Вот бы ленинградская тушь так бы со мной, с моими ресницами, не поступила, да? Люди обвиняют меня в том, что я вот общаюсь с Азаматом, с бывшим. Прямо это всех бесит. Что бесит подписчиков некоторых, бесит и родственников некоторых. Ты как считаешь? Это... Нет, давай мои мнения, лучше не спрашивай про это. Почему? Не надо. Почему? Нет. Николай, никто не хочет затрагивать эту тему. Как будто проблемы нет и все. Проблемы же есть. А что проблемы-то? У нас какие? У нас же нет Ну проблем. вот видишь, они втягивают нас в свой конфликт. У них конфликт, у них развод. И хотят, чтобы мы выбрали сторону, кого поддержать. А я не хочу выбирать сторону. Ну ты хотя бы скажи, я вот права, нет, то, что я вот держу нейтралитет. Права? Что? А? Права? Мне человек, вот, который бывший зять, мне ничего плохого не сделал. У меня с ним конфликта нету. Мы с ним как дружили, как раньше, когда он был мне зятем. И дружим сейчас. Я считаю, это нормально. Почему из-за того, что моя сестренка развелась с ним, я должна прекратить общение? Почему? Неужели я в этом случае не права? Я вот не могу вот это понять. Не поддерживаешь свою сестренку. Я и сестренку поддерживаю, если она попросит поддержки. Мне еще она не просила о поддержке. Попросит, поддержу. Шарам, ты Шарам, все, ты Шарам, вот, все, ты Шарам, ты Шарам. Все, да, Адель, ты кто? Смотри,
Аделя пиво будет, смотри, Наиль. Ага. Смотри, сделай так, что когда она заходит, как будто уже инкига тоже этот шаптана бутылка должна рассыхать. Хорошо. Ладно? Ага. Будет прикольно. Уже инкия тоже, инкига ты бутылка должна. Я ты будешь огурец, короче. А вы кто? Я синол буду. Кстати, синол офигительная вещь, кто мучается запорами, у кого бух сралмай, кутинан, синол эсеген махни, барта, не хуп срабки тасак. И вот мы в офисе у Наиля, актеры наши готовы, вот. Селедка. Даниас. Селедка ты, как зовут? Как зовут? Даниас. Даниас, вот у нас Аделя, ассистентка Наиля. А сейчас же ты не ассистентка. Сейчас кто ты? Я руководитель проекта по пищевым добавкам. О, видали? Она, между прочим, наши пищевые добавки, вот это, не надо говорить пищевые добавки, а оздоровительные добавки. Оздоровительные добавки. Да, Аделя у нас руководит. О, вот у нас Илюзя, селедка под шубой, все мою одежду одели все. Илюзя, а что ты футболку У меня сними? тут все это открывается. В смысле, у меня тоже открывается? Ну, like, надо ремень. Илюзя так не пойдет, где у тебя что Я же открывается? под шубой буду все равно. Уширом курной бару. У нас это Даниас, что это тут? Если на инанда, у меня эта сторона только будет открыта. А, ну ладно. Молоко. Я молоко. Давай-ка прорекламируем. Да, что Расскажи-ка про нашу продукцию. Давайте давай. расскажу про нашу продукцию. Давай. Короче, если вы хотите, чтобы кожа была подтянутая, без операции, Чтобы была кожа не как у Миляша. да, короче, коллаген. Коллаген с витамином С, то есть мы улучшили, и с витамином С, вот сейчас есть коллаген, да? Есть простой коллаген, а есть с витамином С. И все халяль, да? Вот черный тмин, про энергию, как бы, да, после него просто будет Халк будете, короче. Вот расскажи-ка про черный тмин. Вот Давайте. для мужчин для чего Да. хорошо? Я всегда вот говорю, что для мужчин полезно. А чем он полезен для мужчин? Вот понятия не имею, честно говоря. Уйди сахараты. Короче, да, то есть чем, во-первых, энергия, то есть он дает энергию, то есть если вы его пьете, будет энергия. Во-вторых, если вы постоянно пьете, то вы не будете болеть, то есть он помогает от болезней, лечит от всех болезней, кроме смерти, говорится, да. Вот, при простудах, да, там, при заболеваниях, вот даже когда настроения нет, то есть, да, ты попил, как бы хорошо становится. Короче, она правда, хорошая что антисептик. крем я черный тмин трахнул? Да, обязательно. Прям вот сейчас, ну, типа, дословно не могу сказать, поэтому... Эх не, ты, это. крем. Не, а вы что, хремками, там 600 страниц, вы что, все запомните? Ну и что, то есть, все же не запомнишь? 600 страниц, вы знаете, сколько это? Вот такой целый том, как это можно Ты быть? учитель, у тебя память хорошая. Не, вы что, там 600 этот, я знаете, сколько знаю? Где-то, наверное, 30 сур я знаю, да, то есть, да, вот больше не знаю, да. Фаворит наш, представляете, фаворит, Синол. Абсолютно не нуждается в рекламе, открывать не буду. Офигительная продукция, но больше 10 дней нельзя пить. Обязательно надо перерыв делать, друзья мои, потому что вызывает привыкание. Но очень полезный, он прямо на меде. Он, знаете, даже не только помогает, как говорится, очиститься от какашек, да, он еще и плюс этот, тут мед есть в составе, но еще плюс очищает, он даже, представляете, кишки, вот этот кишечник очищает, понимаете? У него даже есть функция очищения, не только от какашек, но и от всяких вредных веществ. Вот как у него детокс-эффект есть, понимаете, даже паразитар курка Синолдан. Давай сразу покажись, как ты под ним будешь. Под ним. Камера. Блин, так видно же. Просто уже такой. Да, чисто руками. Может мне это сейчас? Вот здесь в руках снять? И вот так. Просто Вот ребята. так. Да, вот так давай сделаем. Вот так, вот. И уже это и не говорит, давай сейчас давай сейчас. Хара, Наиль! Где? Чего опять у тебя села? Господи. Кыши съемкаға әзірленіп қоямын, бүтін нәмәні заряжать, білістер, мен басы болады, бір киген заряжать басталды, бүтін нәмәлерін біледі. Бұл памяти, бұл зарядка села. А что этот? Мне кажется, чисто руками надо. Нет, ну оның не футболкаға көрінеді. Уже, қара, олар уже киініңдер, уже. Екеуі, уже. Как рыбки, короче. Да. А что ты просто посохла меня? Мужской стыд. Вот стоит чаша со святой водой, подойдите, омойте глаза. Кто трогал мужской стыд, вымойте руки. Беру я тыю. А? Ну как сказать, он же мусульманин все-таки. Что думаешь, себя захейтят, что ли? Я не знаю. Или ты как этот, Тулипаев? Не знаю, надо посмотреть. Потом скажешь, удали, не выкладывай. Удали. Какой Тулипаев говорить не буду. Один чувак снялся в моем ролике, и что-то его смутило. И потом он отказался, представляете, выкладывать этот рил. Хотя ничего постыдного не было. Скажи, да, ничего постыдного же там не было.
Ничего посыльного не было. Волосы-то убрать надо, вы что с волосами-то? Да. Я не знаю, как одевать. Короче, Сами оденьте. сестерин, видишь, не тыркарак. Привет, Мироша, привет. О, давай возьми вот этот телефон, а то едет тормозить-то. Пожалуйста. Нет, это потому что я не видеограф, он технический специалист. Ты не обижайся, ладно? Ты еще ничего не получил, как это? А что ты сейчас? Ему ничего обидного не сказали. Просто телефон отобрали и сказали, не можешь снимать. Просто телефон отобрали, сказали, что тормоз стоит. А вот это Азамат Карали не это как? Илюзаға түсіре бере, конечно, мен түсіре білмеймін. О, Илюза прям маннашка. Енді мусульмане захейтят, ты же мусульманка. Ну, Ёма! Бог один, между прочим. Но он мусульманский. Азамат, а ты знаешь, что там стоит женщина, да, говорит про мужской стыд, а тут ты говоришь. И люди могут подумать, что именно твой стыд там трогали. А, сначала мы тогда, получается, этот. Сначала же этот. Так. Мы же его монашки будем одевать, получается, Азамат-то, да? Нет, почему? Не девушка же, я думал, этот как, типа, пастырь же у них бывает такой, типа. Тогда бар пиджак здесь Ну фу. да, вот сейчас такой, там, разденься. Не, вот слово. Опа. Ну-ка покажи. Вот если я Шабай выложит, вот это специально для супруги, для Али, я отказался от этой роли, если что, на секундочку. Он подкабушник, постоянно Олег курком тикали, крупно блядан отказываться, это потому что Олег курка. Да, Да. так и есть. Так есть, мы знаем все уже об этом. Так, ты подожди, ты типа пастырь будешь? Ну, а что ли? что ты, а Ну как давай еще? сисендер на это тогда. Сисендер до трусов. Так. Реально, да? Скажи, что люди могут подумать, что когда он говорит про мужской стыд, про него могут подумать. Кто видел мой стыд, еще скажите? Да, это не смешно. Не, ничего, брат. Ты Нормально. все равно красавчик. Это просто роль. Это для работы. Это просто роль. Да. Да. Хорошо, правда. Кто-то зарабатывает честным трудом, кто-то как Азамат. Нет, до тебя тоже можно докопаться, типа, ты снимаешь. знаешь. Кто-то зарабатывает Да, до тебя халяльным тоже путем. можно. Нет, до тебя тоже можно докопаться, типа, ты снимаешь такое. Опа. А О, что, Давай, руки? руки. А руки? так, все, тихо, стоим этот, слушаем, ладно? Наиль хоть договаривается с автобусниками. Что-то... А, вот кто-то пустил его. Чтобы мы могли снять свой ролик в автобусе. Я не знаю, согласится, нет. Я ему сказала предложить 1000 рублей. Наиль говорит, давай 500 предложу. 500 мои, 500 ему, говорит. Договориться, нет. Да он вообще куда-то уехал, Наиль. Батас. Кулумбуга, она. Иди. Давай, берите этот. Быстренько. Шубу мою, берите шубу, термос, обогреватель, быстренько. Илюза. А? Все, давай. Вот эту мою сумку коричневую кто сможет взять? Или, не надо, надо. Ты, Наиль. Все, уехал, Наиль. Договорился, называется. Ты ему не предложил, что ли? Я сказал? Он Это говорит, ты. давайте быстренько садитесь. Красота! Ой, блин! Короче, Паша, автотран сутка верха. Холодно, надо взять, сказали в новостях. Типа одеться, термос горячий и колесо с собой, кто в путь собирается. И типа я послушалась, и теперь я в маршрутке выгляжу как дура. Это куда такая реклама пойдет? Это не реклама, это прикол такой. А куда вы? У себя на странице. Ой, спасибо. А вы можете пока не ехать? Мы вам... Я все, через минуту еду, я вот не успеваю. Я ждал, я А, думаю, ладно. машину надо садиться. Ладно. Нет, ладно, нормально, поедем. Спасибо большое. Будете распаковывать, надо знать, да? Да, распакуй пока. Быстрее. Горячий чай в термосе. Одеяло. А где одеяло? Одеяло где? А, вот, Ебать. Вот угрикай, что я баса. Да, четко, наоборот, хорошо. Блин, тут уже люди начали заходить. Сможем снять, нет? На телефон снимаем, да? Да. Может, что телефон ватышь? Да, брат, уже как ты такой. Айра, уйди куда ты такой. Сердечко Тут народ уже дофига. Давай без петличек иди. А? С петличкой. Петлички надо. Блин, мы сейчас вообще не знаем, куда уедем. Не переживайте просто. Наоборот, тише было, ладно, еще не это.
Нормально? Все, по идее, можем следующий выйти. Все, бэкстейдж дошерда, мы выйдем. Да, мен düşürdüm. Сейчас я вещи заберу. Это мой бэкстейдж. А этот? Мақсат бір өрген автобус. Нагрели берет, что? Наилю что, жалко что ли? Жалко. Жалко? Это мои сторисы. Эй, Я вообще жадная до сториса. Смотрите, достар. Полный автобус. Кошелек. Наиль, ты телефон свой взял? Вот же его телефон у меня. Это мой телефон. А где твой телефон? А где мой телефон? Блин, а кто? Мой телефон, его телефон. Сейчас я обратно зайду. Стойте, мы сможем все выйти оттуда. Подождите. Не надо, спасибо большое. Спасибо большое. А заплатили, нет? Заплатили? Что-то холодное приложи. Офигеть. Короче, друзья, представляете, я спускалась, короче, и упала. Ах. Прямо на лестницу стукнула в спину. И еще придача в лицо, блин, стукнула. Вот здесь прямо. Ой, боже мой. Это пипец полный, просто жопа. Еще бы сраккар халаты, бляха-муха. Обалдеть. Если с моим лицом что-то случится, это будет самый дорогой Вайн, рекламный ролик. Ну и там, если у меня с лицом что-то случится, это будет самый дорогой рекламный ролик, блин. За лицом ударились прям? Да. А хотели это гнал лицо? Не, я же упала и ты обогреватель вот тыкали. Ай, блин. Пипец, короче. Ладно, хоть куртку забрали, блин, ай. Ладно, куртку забрали, харами, он уканул куртку. Коля, за сразу, куртку да. переживайте, блин. Видишь, за лицо надо переживать, как куртка, блин. Вы чего, угораете, что ли? Я приложить-то приложила, блин. Муха, блин. Вот и сняли, блин, называется рекламный ролик, блин. Это ладно, я спиной стукнулась об лестницу, прикинь. Вообще сильно. Вы сильно распереживались, наверное. Нет, торопились. Торопились. Да, кого мы? Я бы сам забрал бы этот обогреватель. Телефон потерял, что ли? Не, один телефон терял в автобусе. А, Второй не хотел бы. Так, что сейчас делаем тогда? Блин. А господи. теперь давай там на телецентре остался, я мечтаю. Сейчас туда едем, А, инде. 3000? Вы в состоянии мешать, точно? У меня спину, я знаешь, как Вот я тебе стукнула говорю, вообще поэтому ты сильно, сейчас блин. можешь снимать, ты не в состоянии. Ай, не, ты же вот это инде, блин. Это в арену поехали? Мне тогда в мне арену, что охота ли, поехали? плакать, блин. Тогда в арену едем, да? Мы едем, инде, куда деваться, блин. Ох. Сами что здоровы были. В вашем-то возрасте, Леша, Ой, блин, Алло, в вашем возрасте на тебе арену храли. 3000 тогда поехать. Туда не О, вышли, боже. мы сейчас туда поедем, Коля. Я тут не за спину переживаю, а за лицо нямбаше, блин. Если мое лицо тут сейчас повреждится, блин, это самая дорогая операция у меня на сегодняшний день на моем лице, блин. Мне начали писать негатив, типа, какого черта вы встречаетесь с Азаматом, тусуетесь вместе с ним, ваша сестренка с ним развелась, у них там идет разбор, вовсю разборки идут в соцсетях, они друг друга там поливают там говном, а вы тут, видите ли, с ним тусуетесь, вы приняли его сторону, вы должны были принять сторону своей сестренки. Так вот, я хочу, короче, друзья, прокомментировать, дать свой ответ. Уже пришло, наверное, время, потому что я старалась, конечно, избежать вот этого всего, да, не рассказывать, не комментировать, ни о чем не говорить, да, но так не получается. Короче говоря, сейчас я вам скажу. Знаете, вот в детстве, да, мы были маленькими, мне было всего 7-8 уже почти было, братишке было 3-4 года, не помню уже, где-то в это время мои родители развелись, да. И они 10 лет они делили общую квартиру. Представляете, 10 лет они судились за эту квартиру. Пока они 10 лет судились за эту квартиру, у них вот этот затяжной развод продолжался. И за это время мы с братишкой, неохота это слово говорить, да столько говна натерпелись, честно говоря. Они тоже так же себя вели. Они заставляли нас, детей, выбрать сторону. Приезжаешь к папе на каникулы, да, и папа тебе такой говорит: ваша мама такая-сякая.
какашка полная. Ваша мама вела так себя, вот сяк вела. Она по характеру такая. А что мы могли сказать, дети? Что мы могли сказать, дети? Мама более мягко относилась к этой ситуации, но тоже с ее стороны были вот такие разговоры. Тоже она с нами вела такие разговоры, типа, вот папа ваш так поступил, папа ваш сяк поступил, он такой, он сякой, да, а я вот страдаю. Наши родители, каждый хотел, чтобы мы встали на его сторону. Вот это все отпечаталось в моей памяти, да, друзья, что я вот это вот, знаете, очень плохо переношу, когда люди начинают говорить там, выбери сторону. Не хочу я выбирать сторону. Я вот даже даю совет, да, людям, которые разводятся и точно так же поступают со своими детьми. Вы подумайте в первую очередь о своих детях. Гульсум с Азаматом развелись. Причем тут я? Причем тут ихняя дележка квартиры? Причем тут ихние разборки? Почему я должна выбрать сторону? Гульсум привела Азамата к нам в дом, познакомила нас, сдружила нас. Мы ходили вместе в гости, тусовали. И вот, понимаете, вот Гульсум привела, сдружила нас, да. И после того, как она развелась, я, значит, получается, должна взять и сказать Азамату, да пошел ты нахрен! Ты, оказывается, не очень-то хороший человек. Ты там с Гульсум вот так поступил, сяк поступил, я не знаю, чем они там занимаются, говном там друг друга поливают, да. Я там требую от тебя там чего-то там, я не знаю чего, да, ты какашка. Я не буду с тобой дружить, как в детском садике, да. Конечно же, я так не поступлю. острый гранда. Острый соус барами, думаю, бренди какая. Острый, а шамара следующий раз? Острый пища заказать тела. Hüylenip aşağı yapıyor. Şunun tuvalete yukarında опять hüylenir. Niye это? Потому что вот когда вот тот заказываешь острый, они не соус ложат, острый что-то, а я думаю, тоже здесь так же. Они просто соус добавили острый. А острота где должна быть? В лепешке? Нет, они добавляют типа на макей халапеньку, на макей стейгер. Азалия же это накопила свою зарплату. Че накопила-то? Ақсаш Дэвид, зарплатасын бүтіріп қайтқан, өз күлмәк алған, всякие буқақтар алған. Сейчас, короче, будет обзор. 3 месяца, что ли, копила свою зарплату? Нет, Инди. Через сколько будет готово? Сейчас скоро будет готово. Я приготовила тебе рис басмати. Может, приготовила? Да. Ой, мамочки, надо приготовить. Когда мне потом обзор 9 сделать? минут осталось. А? Попозже потом обзор Да, сделать, твоим? попозже. Ладно. Смотри, еще что приготовила. Куриные котлетки. Спасибо. Вот. И твои овощи, как ты любишь. Спасибо. А ты мне что купила? Будет обзор на покупки Азалии. Я вот специально кофе сделала, чтобы не уснуть на обзоре. Че, обзор будем делать? На твои покупочки. Фильм «Сескан Хулган» трудно. А? «Сескан Хулган». Где? Вот. Я не знаю. А что с ним такое? Не знаю, может, полетела надо. Ёпа мать. Что это он? Я не знаю, полить, наверное, надо. Надо полить, много не поливай. Полстакана только полей водички. Сейчас? Ну, давай обзор сделаем потом. Ладно. Ёпа мать, жалко же. Ну ладно, садись, давай уже. Все, иду. Это что за козявка какая-то на постели? Что такое? Откуда я знаю, какая-то козявка? Ой, это что такое? Это что, живой, что ли? Что это вообще? Нет, это... Это не живой? Не знаю. Это что это за я? Я не знаю. Блин. Че? Да че-то это? Да не живой, он давно бы убежал, если бы живой был. Первое, это вот такие штаны. Я их взяла в Сенсее. 1150 рублей. Такие обычные базовые серые штанишки. Как бы и на физкультуру носить можно, и дома можно носить. Очень классненькие. Это теплые они? Нет. Нифига не теплые. Так а зачем мне теплые? Я тебе говорю, на физкультуру носить. Я что, на физкультуре буду сейчас в теплых бегать? Классические черные брюки из DAP за 1300 рублей. Мама мне еще говорила, купи черные брюки, ты знаешь, серых выглядишь, как учительница из СССР. Ну, правда, ты так выглядела. Ну, потому что какие-то серые брюки купила, и в школу в них ходят, они какие-то стрёмные. Я говорю, надо купить, говорю, черные какие-нибудь красивые штанишки.
Вот такие черные обычные классические брюки. Мне очень нравятся, они такие удобненькие, классненькие. Вот еще я люблю, чтобы не облегающие, а снизу вот так вот прям было. А сколько стоит? Я же сказала 1300. А, 1300? Ты где такие дешевые вещи находишь, я не могу понять. Это футболка из Violet за 600 рублей. Это носить дома футболка такая. Ну, такую на выход я, конечно, носить не буду. Это немножко потому, что не мой стиль. Но дома самое то. Тут еще такой недовольный кот. Аделина подсказала, что это я. Блин, платье бомба! Аделина... А чё мне такой не взяла? А чё? Как я должна была твои мысли прочитать? Ну сказала бы, мам, смотри, какое платье за 1000 рублей, нямбаша. Офигеть! Вот такое вот красивое платье. 1000 рублей сейчас стоит. Аделина тоже сказала, что оно просто бомбическое. Блин, а чё, Аделина пам себе не взяла тоже? Ну, не захотела, наверное. Вот, Блин, дай-ка потрогаю материал. Это что за материал? не знаю. Блин, классный, ты еще... А там еще есть? Не знаю, вроде да. Блин, срочно надо. А этот, Вальберстабар Микен, этот, как там его? Вальберстабар Микен? Я не знаю. Икрю. Я не знаю. Короче, в икрю, девочки, бегите. 1000 рублей, блин, говорит, стоит. Вообще прикольное платье. Вот такое черное платье из Romantic. Угу. Сколько стоит? 2500. 2500? Да. Нормально. Не, вот это платье, это мне Аделина, по-моему, нашла. Где она находит такие вещи? А мне почему такие не находите, блин? Ты же не ходишь с нами на шопинг. А вы меня не берете на шопинг? Ну, мы тебе не хотим брать. А почему вы меня не Прости. хотите брать? А почему вы меня не хотите Ну, брать? мама, ты же мама. Это вообще другой вайб. У Азали в гардеробе появились яркие вещи. А то все было черное, бежевое, вот красное платье вообще офигительное. Теперь я тоже такое хочу. И какое-то бордовое еще себе платье Азали купила. Зарплату свою копила. Надеюсь, мне нормальный подарок купили, а не всякие буха. Дареному коню зубы не смотрят. А е! Ну смотри, если ты мне какой-то крем купишь. Уф, я тебе тогда больше не буду подарки дарить. Или мазь от трещин. Мне такой не надо. Ты что, на свои деньги потратиться, тут сам Я тоже платье хочу. хоти. Ну так закрой ноги, а то постоянно пишут, что ты с этими своими ногами перед папой еще сидишь. А какая разница? Я как будто в чужом доме, что ли, сижу. Вот именно. Вот кому видно, тому стыдно. Да, кому видно, тому стыдно. Нечего менің қыздың боттарын қарап отырған, ялтыр боттарын. А что не так-то, я понять не могу. Вот ноги это как будто какое-то запретное место. Я же куцаю, там не хожу, не показываю никому. Не в трусах же она ходит. Ну, лучше бы сами там за собой следили, за своими детьми. Да, следите за своими детьми лучше, а не за моими. Ну, за своим ребенком мама сама будет смотреть. Да, вот именно.